Мы говорим сегодня о юморе, как вы уже все прекрасно знаете, друзья. Ну, конечно, мы позвали юмористов в нашу студию. У нас сегодня в гостях Актан Раскельдиев и Мактыбек Мукаев. Юмористы, доброе утро. Доброе утро. Доброе Ребята, у утро. вас Оно не доброе. доброе? Что? Вы рано не просыпаетесь, Нет, да? У вас если другие бы режимы. мы выспались, оно После было бы... Лиги Чемпионов еще. Да. Слушайте, а Так с рано. утра чувство юмора, оно отличается от юмора в течение дня? Да, отличается. Если не выспишься. Отличается, да? Он черный юмор, да, я так Ну, он понимаю, с черный утра? такой, неудобный такой. Мы надеемся, что вы выспались сегодня, очень хочется в это верить. Но расскажите, как считаете, врожденное это чувство юмора или это можно приобрести? Мы сегодня все не можем в этом разобраться. Можно приобрести. За деньги. На Орском продают, кстати. А у меня врожденный. Ну, как бы, как говорят, 1% таланта и 99% это работы, труда, и после этого только появляется талант. Вот такие вот. Вот Вы такие такие классные замечательные юмористы, ребята. как мы. А что значит работа вот в вашем отношении? Как этот навык развивать? Как свой скилл прокачивать? Очень легко, просто нужно учиться друг у друга. Как правильно писать шутки, как много писать. Есть люди, которые талантливые сами по себе, но очень мало работают и очень мало усилий делают, чтобы чего-то добиться в КВН или где-то еще. Ну, надо уметь писать и отыгрывать, и где-то к чему-то учиться и так далее. Ну, прогресс — это дело очень интересное. Вот мне интересно узнать, как вы спустя время, там, найдя какие-нибудь, например, свои старые записки, вот было стыдно за тот юмор, потому что все равно же развиваетесь со временем. Да, в Ютубе их очень много. Но есть вот те, за которые прям неудобно. Нет, таких нет, если честно. Просто не то, что неудобно, просто смотришь и говоришь себе, блин, я бы там по-другому сделал, я бы там по-другому пошутил. А есть ли какой-то секрет или какой-то рецепт написания таких вот универсальных шуток, которые зайдут, что называется, и здесь, на нашу аудиторию местную, и где-то за рубежом? Вы же с этим сталкивались. Ну да, нету никакого рецепта, просто должно быть смешно, Смешно. и все. Вот Да. это главный Иногда, рецепт. может, И актуально, по утрам может быть, даже. кофе пить и все. Кофе Жардин, естественно. Естественно. Ну вот был проект большой, не будем называть, естественно, вот просто проснулся звездой. По крайней мере, вот у нас, и причем и в России узнали все, каково оно вот чувство, когда, понимаешь, оценили наконец-то, столько работал. Ну, не то, что проснулся звездой, я ждал эфира Я был где-то звездой. 3 или 4 месяца, и когда вот это, так быстро прошло, обычно ходил, ну, в один день иду, и люди начали оборачиваться, Братан. что-то долг просить там. Ну, приятное Долг чувство? просить. Ну, приятно, когда тебя узнают на улице, фотаются и какие-то приятные слова говорят. Просят что-то рекламировать в своих инстаграмах. Да? Да. Ну, давайте честно. А, ребята, вы не с пустыми руками. Я уже успела сказать, что эти кубки похожи на те награды, которые дают на выставках собак. Ну, конечно, это глупейшая шутка. Они оттуда. Они оттуда, да, все-таки? Те самые Расскажите. псы. Так, вы Расскажите, как, знаете откуда, плюсы и что? минусы наших кубков, да? Минусы. Это просто кусок железа, Ага. неудобный, негде поставить, транспортировки неудобные, тяжелый он. А плюсы, в них очень много труда, очень много денег, очень много нервов, бессонных ночей до побед, бессонных ночей после побед, Какой эмоций. самый ценный из этих? Вот Самый Самый ценный, ценный вот Кубок Алато и Кубок вот Гран-при Жайдарман, потому что там было очень тяжело. Кто были ваши конкуренты? Конкуренты вот в Кубке Алато, Алмата, Таджикистан, наши местные команды. В Кубке Жайдарман то же самое, Башкортостан, Татарстан, Казахстан, узбеки, уйгуры. Ну, это был Кубок тюркоязычных наций, и мы играли на казахском и на кыргызском языке. Вот, самый свежий вот он. Мы, наверное, единственная команда, которая играет на 3 языках. На казахском, на кыргызском и на русском. На матерном еще. Вы крутые, ребята. А про вот эту звездочку расскажите, это что такое? Ну, это было давно, 2013 год, оказывается. Это наша первая победа, как мы тогда были команда КВН Политех, от имени Политеха выступали, и вот заняли 2 место, и я получил лучшего игрока. Вот это наша первая победа, одна из первых, и вот
Одна из Кубок самых тоже. ценных, Да. наверняка. Это просто кубки. Это всего лишь кубки, а еще дипломов у нас миллион тысяч. Не, ну 100-500. приятно все равно, когда смотришь такое напоминание о победе. Ну слушайте, ладно, юмор, все круто, хорошо, конечно, творчество, разумеется, но расскажите, можно ли хорошо заработать на юморе? Нет. В этом и вся беда, да? Не, конечно, можно, если захотеть, если бить туда, куда нужно. Не, куда если нужно? ты топчик, ты можешь Да. нормально Если заработать. топчик, понял? Мгм. Мы для А вас мы не приготовили... топчики, Но мы в этом не сомневались, поэтому мы именно вас и позвали. Мы для вас приготовили наверняка известный вам вдоль и поперек конкурс «Горячий стул». В нашем случае горячий замшевый Очень странное желтенький диванчик. название. Да, все просто. Мы задаем ребятам вопросы. Вы не должны думать абсолютно, что попало первое в голову, отвечаете. Давайте так, я буду задавать... Давай, ты будешь Октану задавать Окей. вопрос, а я буду задавать вопросы МК. Ну давай, ты первый. Горячий стул. Я первый. Нет, я первая. Я первая, я начнешь. просто... Октан, Окей, хорошо, сосредоточилась. Поехали. Или наоборот, рассредоточилась. Очень быстро. Ваш любимый цвет? Бело-пурпурный. МК, ваш любимый размер? XL. Что вы сегодня ели на обед? Ничего. Сколько на Земле материков начинаются на букву А? 3. Что такое звездная болезнь? Это когда ты болеешь звездой. Сколько суток составляет високосный год? 366. Сколько лет вы в этой жизни? Я стараюсь почему-то правильно ответить. Еще раз. Сколько лет вы в этой жизни? Странная формулировка. 1 500 000. Сколько- Я древний. Сколько музыкантов в квинтете? 4. 5. Если есть быстрое питание, то зачем нужно медленное питание? Чтоб медленно жрать и смотреть Медленно телевизор. толстеть, мне кажется. МК, сколько полей квадратиков на шахматной доске? 8 на 8 — 64. Ничего себе. Октан, какими мужскими слабостями можно гордиться? Слабость, не поддерживать себя. Долго отвечать. Слабость долго. Последний вопрос. Сколько холодных цветов в радуге? Допустим, будет... Вон радугу просто не видел. считаю, сейчас я вам посчитаю. Ну, допустим, 3-4. Нет, такое ощущение, что МК попал на передачу Тины Канделаки Да, «Самый да, умный», и кстати. он сейчас выиграл. И А я тут просто вопрос гонял на балду. миллион Я просто. думаю, сейчас я перейду этот красный сектор. Спасибо вам огромное, спасибо за хорошее настроение. Ребят, можно сейчас с вами беседовать, До беседовать, да. бесконечности. Но Жалко, нам не надо резиновый шагать эфир. дальше. Спасибо огромное еще раз. Пусть ваша полочка с кубками уже скоро рухнет от перенапряжения и тяжести. Вам классных соперников, с которыми интересно играть, и новых шуток, вдохновения и всегда отличное настроение. Да, дамы и господа, у нас сегодня в гостях были юмористы Октан Раскельдиев и Мактабек Мукаев, ну а мы продолжаем говорить о чувстве юмора.